Спасибо. О, это погодка. Вот эта погодочка пойдет. Доброе утро, братва. Вот так Москва встречает нас. Плюс 17 и дождь. Ярославский вокзал, прибыли. Так, выбираемся на такси и до Братульца. Спасибо большое. Кошечек откройте. Где мое братское сердце? Братское сердце! Ты где есть? Передумал ехать, да? Приехал, уже пиздюлился. Не успел приехать, уже пиздюлился. Че, пошли, пошли. Там погуляем. Давай. Тут сыро. Брат. Прием. Где же наши инструкции? Так, братва, камера, мотор. Можно уже вздохнуть. Я уже у Братульца в тачке. Братишка, во-первых, я, конечно, рад тебя очередной раз видеть. Взаимно. Кое-как дождались. Во-вторых, ребятки, это такая поездка для меня, она, ну, во-первых, первый раз еду в Астрахань, ну, еду с Пашкой, вдвойне приятно. Предисловие немножко, 1,5 месяца где-то сборов, ну, понятно, что WhatsApp, мы каждый день практически с Пашей общаемся, вот. Паша там 1000 раз был уже, едем примерно куда планировали. Да есть у нас, да, 3 точки, там будем смотреть по месту там. В общем, много чего интересных ништяков набрали, ребят. Короче, все, 1600 на поезде. Ну, я так образно говорю, сколько примерно у меня получится расстояние вот до точки, плюс-минус. Примерно столько же на машине. Время у нас 2 часа, вот выезжаем. Москва без пробок. Это не Москва, вот пока немножко тут толкаемся. Настроение, ребят, класс. Впереди у нас почти неделя. Я думаю, будет очень круто. Едем мы не вдвоем. С Тамбова забираем Саныча. Саныча многие могут узнать по липецкой рыбалочке. Веселый мартишинник. Так что, я думаю, будет и крутая рыбалка, крутое настроение. И вообще в целом будет вот так, ребятки. Так что, я думаю, будет интересно. Впереди до Тамбова 5 часов 6 уже показывает. Там забираем Саныча, что-то там докладываем, докупаем и, короче, дальше больше. Хотя уже Братулец уже гонял в Тамбов, практически специально отвез половину вещей. В общем, здесь, ребят, так на самом деле на диване это интересно все смотрится, а так это, конечно, такой процесс, да, братан? Да. Мне только доехать, вот, ну, на поезде, ладно, там как бы ничего страшного, сейчас хорошие поезда, вагоны, кондиционер, вот. Ну, так образно, конечно, далекие края, и каждый рыбак, наверное, знает, что такое Астрахань, кто там был, кого там не было.
Многие, наверное, знают, что такое Якутия, Астрахань. Это закинул, поймал там, ну что-то типа такого. Вот. Я, конечно, в таком предвкушении, ребятки, очень-очень прям шкура буграми. Так что классная погода. Кстати, в Москве идет дождь. Уже как почти сутки будут. Блин, да хоть не жарко. Короче, выезжаем, ребят. Будем ехать, наверное, целый день, всю ночь и к утру. Возможно, будем на месте, если все будет хорошо. Так что давайте, ребятки. Впереди у нас 5-6 серий, как минимум. Я думаю, поснимаем что-нибудь. Что-нибудь поснимаем. А поснимать там есть еще поснимать. Ну и, конечно же, ребят, это новая рыба для меня. Это сазан, дикий сазан. А то в Липецке так писали: о, карпы, платники, не платники. Тут все, ребят, по-настоящему. Едем мы дикарями, что самое главное. Будем жить в палатках, готовить, отдыхать, загорать, купаться, рыбачить. Ну и, в общем, такие дела. Лета у нас не было на севере. Сейчас я уезжал в северных районах. -4 у нас ударило в июле, ребят, месяце. Померзло все. Я выезжал, было +6 всего лишь. Ну, еду туда, где 36 плюсом. Так что такие дела. Так что все, погнали. Погнали. Как-то так.
Саныч, Что, вон стоит, где? здорово, блин. А, голубенькая? Да. Че ты, как ты, брат? Заебался ждать, честно сказать. Я уже там сижу, я уже с 12 часов весь вот так вот хожу на иглу. Ну да. Думаю, выехать надо, нам, тронуть нам быстрее, нам, пускай по дороге догонит. Думаю, ну ладно, вместе так вместе. Конечно. Уже, знаешь, все, кипит, ноги уже там буксуют. Вот так вот ребятки нас встретили тут. Щи. Бабушкин самогон. Бабушке здоровья огромное. Котлетки. Красота. Паш, ну-ка, чуть-чуть бабушку. Буксует, конечно. Сазан, Сазан, я сом, как слышишь? Да он там сейчас расшибется, разворачивается. Сейчас выйдем. Сазан, Сазан, я сом, как слышишь? Вот он, сом. Молчит. А что, не слышно? Сазан, Сазан, я сом, как слышишь? Прием. Сазан, слышишь, отлично. Все нормально. Сазан, говорит, все слышит. Все, ребятки, погнали. Отобедали, отужинали, точнее. Бабушкин самогон решаю. Все, сил полные карманы. Все, полетели. Ух, так, брат, ну что, до Волгограда 500, сколько, брат? 500 с копеечкой. Ну, в общем, очередная пятихаточка. Будем разменивать. Сейчас заправляемся. Ну и в путь дорожку. Погода пасмурная, как бы темновато. Так, с ветерком долетим. Снимать особо не буду. Если что-то интересное, то понятное дело. А так, ночной, ребята, точнее вечерний, Тамбов. Молодежи много сколько гуляет. Это район такой молодежный. И Саныч у нас вот там. Братан, вот да, хотя младше, да, намного. Сошелся. Ребятки, доброй ночи. Время уже 3-й час. Немножко не дотянули до Волгограда. Такая заправочка тут хорошенькая. Столики стоят. Ну, можно, короче, посидеть спокойненько, отдохнуть, перекусить. В общем, какие дела, ребят? 12 часов уже как Паша за рулем. Глотаем вторую пятихатку. Но у меня уже, ребят, сейчас вторые сутки пошли, как я сюда добираюсь. Ну и мы еще, конечно, будем ехать, ребята. Полдороги больше проехали. Осталось плюс-минус столько же. Это, по крайней мере, куда мы запланировали. К утру, я думаю, будем на месте, ребят. Так что сегодня тяжелый день, без сна. Ладно, погнали кушать. Кофеечек. Что вот лучше, чай О. попить или кофеечек?
Не знаю, чайку можно. Можно кофейку. Для желудка. Приятного. Лучше чай. Падай что-то. Давай, давай. Нормалек сидит, блядь. Как ты столик спалил, я даже не видел. Так, ребят, ну чё, вот и Волгоград нарисовался. Заезжаем, прям заезжаем. В сами рассвете сил. Через пару часов тут такая будет движуха, скорее всего. Да. Ландшафт, конечно, изменился. Все, ребят, пошли степи, кустарники. В общем, леса нет. Градуса показывает. Ну, мы идем дальше. Немножко сейчас по Волгограду и уходим. Уходим, ребята, на дальний кордон. Вот он, Волгоград. Улыбайся, впереди камера на 60. Там он сплав. Сань, тут еще один подъем плавный есть, спускайся. А вот теперь, брат, пошли. Пошли. Смотреть. Все бери. Сиги бери. Прибыли. Ребятки, сбылась мечта идиота. Пошли третьи сутки, мы добрались. Тяжко, конечно. Дорога уматывает, честное слово. Хотя я и сбоку сижу, парни за рулем, но все равно. Поезд, выезд в деревни, все это на эмоциях, постоянно не спишь. Я сейчас вообще не спал, потому что Паша как бы едет и надо поддерживать.
Ну все, ребят, мы на месте. Это река Ахтуба. Такие дела. Бьет жерех. Прям просто бьет котел небольшой. Вообще класс. Не знаю, ребят, что сказать. Башка не работает. Такое ощущение, как будто песок в глазах. Ну, отойдем. Нормально. Сегодня будет сложно. Но нам повезло, ребят. Сегодня пасмурно. А здесь это редкость. И солнца нету. И это будет очень нам на руку. Именно поставить лагерь. Даже, наверное, сегодня еще и порыбачим. А чё бы нет. Время, ребят, на час плюс. Московское. Вот. Так что небольшая разница есть. Ну, короче, как-то так, ребят. Там спустились. Вот. Пашок здесь у нас главный. Он здесь рыбачил. Сейчас будем смотреть место под палатку, под шатер. Будем жить дикарями на берегу. Я думаю, будет, ребят, круто. Я думаю, это каждого мечта, кто занимается рыбалкой, попасть именно в эти места. Вот. Такие дела, ребят. Ладно, сейчас мы тут быстренько смотрим. Леса нету, степи. Быстренько смотрим, ребята, и потихоньку займемся уже делами. Такие дела. Вот и змейки, ребятки. Первые. Ужик грелся. Пошел. Красавчик. Так, ребят. В общем, решили доехать до реки. Давай сюда, Саныч. Вот. И, короче, сюда вещи стаскаем. Потому что уходить нам надо очень далеко. Туда метров 500-600. У нас есть лодка. Мы будем что-то грузить на лодку и сплавлять. Короче, так, вещи перетарабаним. О, Саныч прет. Да тут спокойно, что тут переживать-то. Вообще легко. О, легко. Вот начудил нахуй. Вот, нет. Давай вперед. Ты сцеплением Давай! Да ты чё есть не умеешь? Погнали, бля! Самое главное лодку давай. И мы начнем это просто все лодку. Ну, в песке плохо, да. На, расстегивай свою лодку. в машине, конечно. Надо было вообще перекусить, для жрать чуть-чуть. Сань, перекусывай пока. Вот мы пока лодкой занимаемся. Ты пока ничего не будешь делать. Если хочешь есть, перекусывай. Сидушка мне одна нужна, две не надо, это вещи будут. Ну да. Лодки 15 лет. Как Вова, да? Черепы. Протирали.
Серег, иди укладывай, тебе же сидеть. Иду. Накачали лодку, ребята, и сейчас будем с помощью лодки вещи тягать. А так лодку взяли для закорма. Напоминаю, ребят, что рыбалка на сазана в первую очередь. Вот. Возможно, сом. Вот так вот я хочу. Потому что эту рыбу я не ловил. Был я на Волге, на фидер попадали самята маленькие, но это не то. Есть здесь жерех. Можно поспиннинговать судачка, попробовать. Ну, короче, разберемся. А так, ребята, сазана на закидушке. Взяли кучу прикормки. Короче, все покажу. Так, первая ходка, ребят, тащу. Сейчас покажу место, где будем стоять. Парни грузят лодку. Ну и Пашку я встречаю, выгружаю. И вот так захода 4-5 сделаем. От машины метров 600 где-то, наверное. Никто не говорит, что будет легко. Есть, конечно, подъехать к месту, где можно подъехать, но братулец настаивает именно там. Такие дела. В районе 30 градусов. Нормальная погодка. Да? Конечно. Первая партия. Я не знаю, как эти палатки повезут. Я тебе сказал, я говорю, отнести их. Ты говоришь, их поперек надо ложить. Поперек. Да. А, ну поперек довезу. Конечно, видишь. Она сюда лофа. Да, видишь, тут какой подъем. Да, Я да. тебя- Вот тут я лазил, тут у меня садок внизу был. Не, я говорю, вещи тащить. А ты что предлагаешь? Да нет, просто вообще тебе говорю. Тяжковато. Брат, лодку так унесет, да? Или нет? Пошел. Давно не катался, да, брат? За кружками наплаваешься весь день. Красавчик. О, жесть. Это называется 3 полторашки выпить в поезде. Воды, я имею в виду. Так, ребят, ну в общем, смотрите. Вот мы нашли такую более-менее поляну. Она более-менее ровная, потому что у нас будет и шатер, и будет и палатка. В палатке будем спать. Ну или я там, Паша, или там Саныч. Вот. И один кто-то будет спать в шатре. В шатре втроем мы не влезем с раскладушками. А один и стол будет нормально. В общем, у нас будет как и кухонное отделение, и спальное отделение. Короче, разберемся. Взяли раскладушки, так как здесь змеи, ребятки. Всякие стрекозы. Такое себе. Аккуратненько. Тем более ночью они начинают выходить. Могут заползти там под коврик, под чехол какой-нибудь. Такое неприятно. Так, есть дрова у нас. Тут у нас есть пилка электронная. Короче, много чего ништяков, ребята, охота показать в этих выпусках. Потому что реально приобрели кое-что новенькое для походов. Так как с Пашей уже не первый раз выезжаем. И так общее что-то, чтобы было. Если он ко мне, что-то у нас там есть. Если я к нему, что-то у нас есть. Потому что возить вот так, 1500 километров, ребят, несерьезно. Соответственно, и у меня что-то лежит, а он ко мне приезжает. Ничего с собой не везет. Соответственно, и как бы я к нему еду. У него все есть. Я ничего не везу. Вот, ребятка. А? Красота. Вот и доджик обещанный, который сегодня обещали. Ладно, таскаем вещи, ребят. Вещей очень много. По месту рыбалки, ребят.
Ну, место реально топовое. Ловить дикого сазана. Пакет, конечно, какой-то приплыл. Ну ладно. Все это уберем. Порядок будет. Вот. В общем, где мы остановились, там как пляж. Но здесь вот именно приямок такой. Ямка. Не знаю, конечно, сколько метров. Ну вот прямо от этих кустов будем ставить закидушки. И за этими кустами. В общем, вот у нас берег будет полностью. Будем ловить на жмыховки, на кукурузу. Вот. Дальше спиннинг. Возможно, перемет поставим вот там Корягина сама. А так, ребят, топовое место. Видите, какой свал идет. Сазан здесь должен быть. Мы будем кормить. Будем жестко кормить. Прикормки очень много взяли. Будем мешать с глиной. Будем жить дикарями, ребята. У нас есть для этого все. Я буду ходить босиком, чтобы чувствовать себя дикарем. Вот. Такие дела. У нас для этого есть все, ребята. Слушаешь? Давай, что под дождя. Если дождь пойдет, что-то будет, ставим шатер, я дальше. Там осталось, в принципе, на пару раз. Ну да, что-то... Что, туда тяжело будет обратно? Ну, как сказать, ну, тяжелее, чем сюда. Чем сюда. Да, там разворачивать. А так, брат, в охоточку нормально. Фу, ребят, каждое движение просто тяжко. Такая же духота, что ли, я не знаю, как назвать. Ну, как-то так, рыбалка в Астрахани, ребят. Так, протулец еще ходку. Сразу шатер поставили, что-то дождик мокрить начал. Ну, прошел. В шатре в этом я уже балдел. Скажу по секрету, ребят, скоро хата у меня такая же будет. Очень мне зашла под лето именно, потому что
Палатка это палатка. Как бы есть и окна москитные, но все равно летом жарко в ней находиться, ребят. А здесь все стены открываются и большой вход тоже закрывается москиткой от солнца, от комаров. Милое дело. И как бы прохладненько в нем, потому что проветривается. Как бы здесь можно и ночевать ночью. Закрыли, да, мы все. Раз, раз. Сделали себе палатку. Постелили дно. А днем можно здесь сидеть и кушать, и готовить. В палатке летом, конечно, такое себе. Ну, сейчас есть всякие палатки. Ну, вот мои, допустим, двухслойные, они очень теплые, в них жарко. Собираем мебель потихоньку. Так вот, прикинули пока. Так, палатка будет у нас вторая здесь. Там дровяник, костровище. А здесь у нас как бы будет вся провизия. Там баннер постелили. Вот, там у нас будет все лежать. Ну, на песках, ребят, кто ночевал, тот знает, что такое пески. Ну, никуда не деться. Вот. Сейчас у нас тут еще и кухня будет. Вот она. Короче, вещей, ребята, до хрена. Работаем. Ну, еще плюс вареный, конечно. С дороги, ребят, такое себе. Кто больше двух с лишних суток ездил, тот, наверное, понимает, что сейчас башка просто не работает. Но охота уже закинуться, ребята. Сейчас мы, наверное, быстренько поставим стол. Небольшой сделаем уют. И начнем заниматься снастями. Будем рыбачить, ребята, сазана. Ух, мощь. На самом деле, бро, мы очень оперативно и быстро сделали. Бать, тут мурашей уже. Я хрен знает, ребят, вещи не заканчиваются. Пашок только возит и возит, братулец у меня. А тут еще стол большой. Вот тут палатка основная. По прикормке еда. Кстати, заводскую еду взяли, целую коробку. Так как жара, готовить тяжко. Я тут уже собрал всю эту мебель. Сейчас еще кресло приехало. Это у нас что-то от палатки. Там прикормка, еда. Жесть вообще. Вот это на неделю, ребят, называется, приехали. Ладно, сегодня тяжелый день, ребята. Я с вами делюсь, показываю, как есть, потому что, сами понимаете, рыбалка это не только доставание рыб из пруда, как говорится, ну и все вот это остальное. Ладно, тут надо быстренько заниматься. У нас там на сегодняшний ужин все растаяло, надо готовить.
Так, где-то тут мои палочки, ребятки, от Наутилуса. Вот они. Две палочки мои. Батлер FD. Тест 200 грамм, ребята. 2,70. Я уже на них рыбачил с братульцом на карпа. Вот на сазана тоже они пойдут. Тут у братульца палочки всякие разные. Самолет летит. Потихоньку достаю все. Такой бардак, ребят. Сейчас пока ничего не понятно. Надо все расставить. Ну, сегодня понятно, что день такой, ребятки. Завтра уже будем кайфовать. Все будет понятно. Все будет круто. А вот они. Мои палочки, я думаю, на сазана самый топ будет. Ну, в принципе, не только на сазана, на всю рыбку. А вот они. 2,70, 200 грамм тест. Катушечки те же взял, которые на фидер вешаю. Тут полотенышко, кстати, взял пенопласт 600 штук микс. Пашка говорит, будем на жмыховке рыбачить, но на крючке, ребят, бывает, что кукурузу или что-то такое подобие будем вешать. Также и вот такие еще есть у меня пеноплекс разные. Такого плана. Вот с дома что было, подтащил. Ну и катушечки, понятное дело. Это Арген Фидер 6000. Я думаю, здесь они тоже сгодятся. Как-то так. А, еще взял поводки готовые, ребят, вот такого Макара. Серьезные. На сазана, может, донки будем делать какие-то. И крючочки взял самые крупные на сама. Что, может, будем ставить. Вот. Вот такого плана. Короче, все опять же новое. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну и кайфажоры. Ну и кайфажоры. Слышь, Саныч, проще можно было дом, блядь, построить сразу. Ты с матрасом своим, да? Красавчик. Ну, Пашка, он может не дать. Ну да, Пашок у нас ответственный за рыбалку. Слышь, да, братуха? А мы будем плавать на троим, палатку не влезем. Нормально. А, кстати, братуха, пенопласт. Ты там говорил-то. Может, Совочки, все дела. Барахольчик называется. Бойлы, сверлы. Кстати, мошки нету, слышь, нормально. Так я не знаю, кто там тебе что-то профессионал. Не, ну они говорят, что типа в начале, я говорю, в конце июля нету. Те профессионалы пишут, которые тут никогда не были. Ну, я тоже говорю, Астрахань-то, она Астрахань. Да. То же самое, что и Печора, знаешь, она есть устье. Когда тут мошка, братан, тут не надо ждать вечера, она сожжет тут Ну и днем, понятно. днем. Ну, взял-то по-любому только где-нибудь лежат. Так, друзья, ну что у нас? Жмыховочки. Кстати, все уже готово. Настолько ленивые. Пошли сазанятники, что раньше, я помню, вот, кстати, у Паши есть вот эти жмыхи квадратные, прямоугольные. Они еще надо ножом были прорезать, а вот в эту рыбалку мы взяли дед Щукарь у нас. Да. Да, вот разный вкус.
Вот такое ведерко, ребята, идет. Сколько там, не знаю, штук 20, наверное. Запах хороший 30. стоит. Я не помню, если честно, по количеству. И уже вот 30, такое что-ли, уже 34. есть, видите, надрез такой есть уже. Соответственно, все готово. И Ладно, уже Сань. оснастка тоже Это готова. знаешь как, да? Ну, вот так. Петлю. Давай, какой тебе груз? Я не знаю, вот Пятерку, да, ему пятерочку. Посмотри, там на них написано. Вот он. 5 унций, это где-то 100 грамм, 120 грамм. 100 грамм где-то. 100, да. Вот уже тоже готовы, ребят, видите. Все уже связано, ничего не надо вязать. Работает тупо, это прям лучше всего. Больше тут ничего не надо. пятерочка. Причем Раз. какую я только рыбу не ловил. На застежечку, понял. И вот сюда вот, там разный вкус, будем, кстати, пробовать. Это клубника у нас. Вот смотри, затягивай хорошо, как Паша показывает, прям жестко. Они потом будут сырые, очень тяжко все это будет делать. Когда они намокнут, вот это вот подвигаешь. Под вот так, низ. понял? Вот, ну под низ. И затягиваешь. Все. В душе, короче. Да, можешь это. Можешь подсаживать что-нибудь сюда. Да, и кто-то крючки сюда втыкает, да, братан? Да. Просто Ну когда вот видишь пенопласт себе насадил и уже это, мелочь. неудобно втыкать его Вот пенопласт. пенопластом. Пробуй пенопласт. Да сейчас всякое разное, кукурузу будем ставить. Все. Да, это так, моя. Короче, заряжаем, ребят. Будем пробовать. Ну и вот на такие подставочки, кстати, братулец приобрел. Вот, Тут они отличные. готовые, да. Хопа. Вот так на стоечке стоит удильник. Все. На ночь я уходил, привязывал. И вот получается, ну, Я их не валял. сорвать ничего не тяжко. делал. А Нормально. там сырой песок, братан, там лучше они стоят. Ну это понял, я, да, понял. Все. Сейчас мы вот это побережье, ребятки, забираем. Кормить сегодня не будем, потому что дел очень много. Если честно, очень тяжко с дороги. У нас еще тут сосиски тают, надо все жарить. Короче, будем заниматься. Сейчас все выставимся Давайте. и погнали. Вот уже у Саныча готово. Все, выставляйся, смотри, кидай примерно плюс-минус. начни кидать. Вон от... Да, да, да. Тут надо кусты еще прорубить будет. На, иди запули, я потом на этом месте буду кидать. А подставку где? Пускай принесу. Ну что, сазанчики? Сазанчики, мои сазанчики. Вы готовы? Сегодняшний бой. О. Тык-тык. Нормально. Красавчик, приполз. Что тут тебе не надо? Что тебе тут надо? Вот так вот Астрахань, ребята. Змейки плавают. Всякие разные. Ну, красавец какой. И, блядь, мразь отсюда, блядь. Сучава, так в ночь выйдешь, блядь. Ну так вообще охренеешь, слышь? Хоть белый, тут немножко нахуй. С босиком не походишь, захапают, бля. Ты как спать, блядь, а не залезть. Что? Умеешь, блядь. Так, ну что, погнали. Погнали наши нерезких поближе к деревне. Пятерку сносишь, шестерку попробую поставить. Да, все это интересно, конечно. Так. А мы попробуем кукурузину. Кукурузину с прикормки. Рыбка плещется. Санек что-то паникует. Рис твердая, классная. Чего там не может? Пробить надо, наверное. Ну да. Научится за неделю. Завтра закормим, будет песня.
Змеи, ребят, ползают только. Я охренею. Тут ночью охренеешь, на шорох будет стоять. Вот так вот. Ну все, шестерочку. Пробуем. Так, это вниз. Опа, поехали. Поехали, поехали. Нет, что, вообще нихуя не стоит. Да, час. Короче, надо ехать. Нормально. Короче, надо ехать в ночную Мелко. по-любому. Не особо глубоко-то. Они по 6 часов стоят. За ночными? Да. Не, ну мы в ночи по-любому куда-нибудь. Ночью-то мы что, истратим? По-любому. Попробуем другую. Ну, что-то, говорит, не держит, Паша. Свежие, что ли? Быстро размывает. Час я уже размыла. Не знаю, ребята. Не знаю. Есть еще какие-то ночные. Они дольше держат. По 6 часов. Это все ладно. Мне змеи напрягают. Их тут много. Они на солнышке тут греются. И плавают. Можно, кстати, вообще ничего не насаживать. Просто воткнуть в жмых. И оставить. Ну, под насажу. Так, пускай будет. Кукуруза плотная. Нормально будет. Так. Второй, поехали. Змей нету. Нету. Ух, там жарик плещется. Их. Не особо глубоко, кстати. Ладно, идем дальше. На, братишка. Братцы, тут. А, смотри, тут другая. У меня сеточная, а тут мягкая. Спасибо, бро. А ну-ка, повернись-ка. А? Боднявый-то какой. Вообще класс. О, Правильно. настоящий карпятник. Сазанятник. Сазанятник. Еще, Да, ребятки, на бойлики попробуем. Такие интересные. Может, недалеко? Тут вообще глубины нет. Не знаю, что за яма тут такая. Может, она когда-то была. Но сейчас я ее не вижу.
Так, ребят, ну что, дела потихонечку идут. Братулец вот потихоньку разваливается, порядок наводит. Тут у нас тоже хорошо уже. Уже стол на месте, кресла, поставлена кухня. Кстати, прикольная вещь, ребята. Стационарная такая установочка. Плиточку сюда, продукты. Вот тут сахар, чай, тушенка. Ну, в общем, еще, ребят, только-только. На пенопласт, кстати, пару подлещиков попалось у Пашка и у Саныча. Вот. Ну, жмых текет за час. Свежий жмых, возможно, не держится. Надо перекидывать каждый час, грубо говоря. А так у нас готовятся колбаски. Довезли. Надо кушать. На мангале приготовим. Уже готовится и будем обедать. Перекину тоже посмотрим. Да ничего, кукуруза висит. Че, жмыха нету? Нет. Вымывает его, слушай, капитально. Да? Не знаю, слушай. Я вот крышку открыл, может на солнышке получше подплавится. Точнее, не подплавится, а подсохнет. Покрепче, может, будет. Потому что реально даже к рукам прилипал. Ну, свежий, значит свежий. Что поделать? Так, змеи нету? Нету. 6 держит. 5 сносила. Кого поймал? Ну хуй голавли, что на. Подъяз, головлик. Красные плавники, да? Да. Ну. Ой, ебать. Карась. Бля, не снял этот бубенчик. Карась. А нет. Головоль тоже. Да не, куда его, нафиг он нужен. С ума не сходи, ты чё, куда приехал-то, блин? Такую рыбу, что ли, жарить, Саныч? Ну, ё-моё, блин, я-то думал. А клевал ты как бешеный. Головлик, ну. Уже вымыло, блин. Течение сильное, когда еще вода большая была. Пашка 250 не держала, представляешь, да? Вообще на. 250 вообще нашим людям вообще Слушай, нереально. не знаю, вот головли клюют, но. Посмотрим. Все уже по рыбке поймали. Обедать будем. Санек 2 поймал. А, Саня 2, да. Подлещики и головли. Ну не знаю, братик. Что будет? Будем верить в чудеса.
Ну слушай, так клевал, я думал, карась думал. Ну, потому что бьется мелкий. А голова, блин, ё-моё, блин. Ну, давно. Вы такие деловые братья. Карася бы забрали. Вы приехали в обед. Ой. Ну выставились к обеду, а что ж в обед видите, никто. Что Ну. будет? Закормится. Ладно, кушать будем. О, Ни один сазан мимо не пройдет. стоп, по-любому. Не подойдет. Он подойдет к кому. Да, как я хочу пить, воды холодной нет, нахуй. Вот такая же еще одна лежит в коробке. Да? Да. Даже две, наверное. Подкиньте, пожалуйста, 100 пизда.